Парламентарии начали работу с рассмотрения кандидатуры Адгура Агырба на должность генерального прокурора Абхазии. Агырба Адгур Нукзарович родился в 1981 году в Сухуме. После окончания средней школы проходил службу в вооруженных силах Абхазии. В 2005 году стал дипломированным специалистом в области юриспруденции. Профессиональную карьеру начинал в военной прокуратуре, где и впоследствии продолжал работать. Подробную биографическую справку относительно кандидата коллегам озвучил депутат Каха Пертая. 8 декабря 2015 года назначен на должность заместителя генерального прокурора, военного прокурора Республики Абхазия. 6 мая 2019 года присвоено очередное воинское звание генерал-майор юстиции. По итогам обсуждения Комитет по государственно-правовой политике с учетом опыта и стажа работы с 2002 года более 17 лет, положительные характеристики и итогов собеседования с кандидатом большинством голосов считает возможным рекомендовать кандидатуру Агырба Адгура Нукзаровича на рассмотрение заседания сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. Парламентарии в этом случае приняли решение определить тайный способ голосования. Ровно так же было решено действовать и по следующему кадровому вопросу. Здесь речь шла об утверждении кандидатуры Астамура Логуа на должность председателя Комитета Народного собрания по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. После 10-минутного перерыва председатель счетной комиссии озвучил результаты тайного голосования. По итогам тайного голосования Агырба Адгур Нукзарович назначен на должность генерального прокурора Республики Абхазия. Логуа Астамур Умарович избран председателем Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Адгур Агырба в новой должности генерального прокурора Абхазии принес клятву на Конституции страны и поблагодарил коллег за доверие. Я готов приложить все усилия, весь тот опыт, который имеется у нас в прокуратуре, для того, чтобы улучшить качество работы и добиться положительных результатов. Также очень надеюсь на вашу поддержку. Далее, согласно повестке дня, парламентарии рассмотрели постановление о проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия. В частности, изменения касаются 29-й статьи кодекса «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Предложение такое. В статье 273 прим. 1 дополнение «Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия». Действия против Республики Абхазия направлены на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазия, либо отделение от территории Республики Абхазия и ее части наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Дополнительная статья данного документа предусматривает следующие изменения. Ведение антиконституционных переговоров, либо заключение антиконституционных договоров. Ведение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителям антиконституционных переговоров с целью ограничения суверенитета в ущерб государственности, независимости Республики Абхазия наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Согласно внесенным поправкам в Уголовный кодекс, заключение с иностранным государством либо организацией или их представителями антиконституционных договоров в ущерб государственности Республики Абхазия карается сроком лишения свободы от 10 до 15 лет. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия, наказывается лишением свободы от 3 лет. Обсуждение данного законопроекта не вызвало противоречий, и он был принят в окончательном чтении. Александр Цышба представил на рассмотрение коллег постановление о проекте закона Республики Абхазия о пожарной безопасности. Законопроект направлен на поддержание в стране высокого уровня пожарной безопасности и включает в себе прежде всего это комплексную модернизацию законодательства Республики Абхазия по обеспечению пожарной безопасности, установление системного и функционального полного правового регулирования прав и ответственности центральных и местных органов государственного управления, иных организаций, должностных лиц и граждан Республики Абхазия в сфере обеспечения пожарной безопасности. В законопроекте прописаны современные требования к обеспечению пожарной безопасности, связанные с внедрением новых технологий. Некоторые парламентарии высказывали мнение, что в процессе реализации данного закона могут возникнуть серьезные сложности, так как большинство объектов государственного и частного пользования не соответствуют нормам пожарной безопасности и поэтому могут быть закрыты. Однако не все нарушения подобного характера предусматривают кардинальные меры, отметил присутствующий на заседании первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делебалтян. Есть в правилах такие моменты,
То, о чем вы говорите, это приостановка эксплуатации объекта, если есть прямая угроза возникновения пожара. Не все нарушения правил пожарной безопасности являются прямой угрозой. Поэтому в большинстве случаев предусматривается административное. В итоге данный законопроект был принят в первом чтении, ровно как и постановление о проекте закона, определяющего технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Далее парламентарии приступили к обсуждению вопросов относительно распределения земельных территорий. Проект постановления парламента Народного собрания парламента республики о даче согласия Кабинета министров на перевод из одной категории в другую. Это из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта. Общая площадь переводимого земельного участка составляет 24 сотки земли. Это с последующим предоставлением 4 гражданам по 0,06 соток для строительства индивидуальных жилых домов. Все граждане являются гражданами Республики Абхазия. В рамках заседания сессии парламента депутаты одобрили все обозначенные в повестке дня вопросы земельного характера. Амилия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.